До единого дня голосования осталось чуть больше месяца. С 17 по 19 сентября жителям республики предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, некоторых муниципальных и местных советов. Сейчас идет прием документов от кандидатов, оформляют списки избирателей. Подробнее о подготовке к трехдневному голосованию расскажет Наталья Юрина. Территориальный избирком. Стук клавиш по клавиатуре не смолкает. Специалисты формируют списки избирателей. В период выборов в Сыктывкаре откроют 84 избирательных участка. Контролирует процесс Денис Данилевич. В должности руководителя недавно. До этого более 10 лет проработал в аппарате республиканского избиркома. Наш герой признается, что за годы труда изучил профильную систему на всех этапах. Научился взаимодействовать как с общественниками, так и с политическими партиями. Были в практике и нерядовые истории. Например, жительница Сыктывкара не успела вовремя оформить обращение о голосовании вне участка. Для своей мамы нужна была помощь. Приняли решение, поехали к этой женщине, к бабушке, и привезли ее на избирательный участок. То есть мы приехали где-то около 7 вечера уже, как раз до 8 еще успевали. Она проголосовала. И мне очень запомнился такой момент, она садится в машину, и знаете, так говорит: слава Богу. И я прям чувствую, какая это все-таки у человека ответственность. Все-таки человек переживает за то, что она хочет быть причастной к такому важному мероприятию. В Сыктывкаре набирают членов избирательной комиссии. Подать документы может любой желающий. Необходимые качества – внимательность, готовность разрешать конфликты. В Сыктывдинском районе принимают документы от кандидатов в депутаты в местные советы. В день по 10 человек. Параллельно ищут кадры. Из-за конфликтов интересов родственники выдвиженцев должны будут покинуть участковую комиссию. Поэтому нужен резерв. Участковые комиссии зависят от того, что выдвигаются у нас люди, кто-то близкие родственники, подчиненность, то есть в основном идут главы поселений, выдвигаются. Соответственно, работники есть, кто в администрациях работают в участковых комиссиях, и в других учреждениях. Поэтому таким членам комиссии приходится уходить с участковых комиссий. В связи с этим сейчас идет дополнительное зачисление в резерв, прием документов, который закончится 19 августа. После обучения членов участковых комиссий здесь приступят к подготовке досрочных выборов в труднодоступных населенных пунктах. Там голосовать будут в течение 1 дня. В местах, где избирательные участки есть, 3 дня с 17 по 19 сентября. Прежде всего, это делается для предотвращения одновременного скопления избирателей в помещениях для голосования. Санитарно-эпидемиологическая ситуация неблагоприятная в настоящий момент. Пока, конечно, мы не знаем, как она будет развиваться последний месяц до дня голосования. Но, тем не менее, мы готовимся к тому, чтобы развести потоки избирателей и не допустить инфицирования коронавирусной инфекцией. Мы не ожидаем повышения явки. Практика проведения прошлых выборов у нас показала, что количество дней голосования никоим образом не отражается на показателях явки избирателей. Как отметил председатель республиканского избиркома, на избирательных участках уделят особое внимание профилактическим мерам против ковида. Всем избирателям выдадут маски, перчатки и ручки, упакованные в индивидуальные пакеты. У каждого зашедшего измерят температуру. Наталья Юрина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.